Меня зовут Рамис. У нас небольшое производство в Нижегородской области. Делаем колбасы. Все, что связано с кониной, это тонгмай, этот топленый конский жир. Еще вот недавно начали, у нас новинка, это шужук. Вот кто-то слышал. Я когда принес, а я принес, вот не порезали. Нет, я принес. Попозже будет. Новинка, кто-то, может, слышал, тутерма, шужук. Никто не слышал? Слышали, да? Вот мы недавно тоже начали это все делать. У нас в Москве склад. И есть своя курьерская служба, доставляем по Москве, Московской области. Сегодня заказали, завтра получили. Все, что связано с кониной, с говядиной, с курицей, можно у нас купить. Вплоть до, вот у нас есть заказы, не знаю, не стал, наверное, сказать, там ноги заказывают конские, даже это можем привезти. Вот как так? В принципе, на это все. Илья Стрекаловский задал вопрос, говорю, как правильнее, так как мы, говорю, новички, вот, и говорят, есть вот искусственный интеллект, мы задали параметры, сколько, вот, там, себестоимость, вот, показатели, вот, и искусственный интеллект нам посчитал оборачиваемость конкурентам, что-то еще, да, было, я просто не помню уже, да. 350 тысяч заходить. Да, точно, 350 тысяч начальный капитал, то есть прямо так. Все обрисовал. Капитал для максимальной эффективности. Да. То есть это прям взрыв на самом деле мозга, потому что сидеть и все это считать, я думаю, наверное, тяжело будет самому, так как не найдешь столько данных, чтобы это все посчитать. А искусственный интеллект, как вот говорил, то, что там, говорят, научили искусственный интеллект, там столько, говорит, данных туда научили, так скажем, и, говорит, это так работает. Сейчас это направление выделилось в отдельный семейный офис в Лакар Глобал. Как Айнур сказал, это инвестиции в компании Ближнего Востока, Азии, то есть в основном недвижимость, также стартапы, то есть с сильным технологическим ноу-хау, интересные бизнесы, те, которые нацеливаются на международные рынки, и технологические, потому что они более мобильно масштабируются на разных рынках. Соответственно, инвестиции где-то от 100 тысяч долларов до миллиона в одну компанию. Сейчас активно смотрят медтех, биотех. В периметре также есть ассоциация национальная участников рынка альтернативных инвестиций. Там есть и прямые венчурные инвестиции, и инфраструктурные. Есть евразийский клуб менеджеров хедж-фондов. Так что, в принципе, бизнесу, вот с Екатериной, тоже с ее клубом инвесторов, помогаем привлечению долгового акционерного финансирования, обращайтесь, если нужно упаковать проект под привлечение инвестиций тоже. Вот, с Ильей Островским чудесно могут поднять показатели, посчитать все. Лучшая система аналитики. Да, то есть есть доступ к Big Data, то есть на чем, собственно, это основано. Доступ к большим данным и Озона, и Вайлдберрис, плюс у самого Ильи Островского где-то на 4 миллиарда больше, 6 миллиардов в месяц оборот. Соответственно, у него тоже там туда все Excel, бизнес-модели, финансовые модели загружены. Они еще не знают, что Илья, вот приложение «Пятерочка» есть же доставка еды? Самокат. Вот. Да, и нет, пятерочка, ну так пятерочка, кто знает пятерочку магазина? Все знают. Да, вот есть доставка еды. И вот это всю вот эту технологию, весь вот этот дизайн, тоже работа Ильи Островского. И решение лучшей компании по искусственному интеллекту. Давайте поаплодируем Илье Островскому. Вы нам дайте отрекламировать, мы отрекламируем все. Не в целях рекламы, а в плане того, что хорошая аналитика есть. И считают и цифровые карты различных товаров, и стратегию за 20 минут. Да, в прошлый раз вам рассказывала, конечно. Для своего бизнеса за 20 минут посчитали стратегию и маркетинговые программы, и рекламные различные программы для бизнеса могут, собственно, посоветовать и порекомендовать. Не совсем, правда, бесплатно, там есть ежемесячная подписка. Ну да, всего-то 70 тысяч, но не 90, как там. Да, экономит на нескольких сотрудников. То есть, например, те же самые расчеты по тепловым картам, они сколько там занимают? 2 дня, да, двух аналитиков приблизительно. А это 3 минуты. Вот. Так что обращайтесь, посотрудничаем. Да. Я занимаюсь инвестициями в большей степени в недвижимость, в зарубежную все-таки, не совсем в российскую, но в российское в том числе. В российское мы помогаем там получать кредиты, ипотеки и так далее, в большей степени все-таки зарубежные инвестирования, плюс помогаем там масштабировать бизнес и так далее. Сейчас вот есть интерес
к Валберис, выходу на зарубежный рынок Валбериса. Спрашивал, никто не говорит, все молчат в нашем сообществе, никто не знает, никого нет мы Валбериса. сейчас скоро скажем дату, это будет закрытая встреча, и просто мы здесь не афишируем, тут все свои, так скажем. Все понятно, хорошо, ладно, ждем. Вот, занимаюсь также пиаром, помогаю организовывать всякие там мероприятия. У нас будет форум, кстати, по недвижимости в марте. Постройки по недвижимости, кому интересно, тоже welcome. Вот. Пиар, недвижка, инвестиции. Всегда помогу, расскажу, проконсультирую абсолютно бесплатно. Еще у нас сообщество для женщин. Ну и для женщин, конечно, да. Для женщин вообще у нас есть очень классная тематика, поэтому... А мы сейчас скоро одну новость скажем. Я много не могу здесь говорить, но там миллиарды. В прямом смысле. В общем, сегодня есть возможность для женщин тоже масштабировать свой бизнес, у кого только вот начало бизнеса, тоже помогаем в этой сфере. Поэтому, кому интересно, кто стоматологи, обращайтесь. Аплодисменты. Хочу представиться, меня зовут Ильнур, немного со вступительной речи начну. Мы вместе с партнером, моего партнера зовут Алмаз, подними руку. Да, мы с Башкирии, вообще мы с села Кандры, кто знает, Тумазинский район, может кто рядом, отлично я с вами. Вообще, кто занимается маркетплейсом? Есть? Ну, тоже, да, есть там процент 15, все понял? Все. Все? Все, отлично, даже тогда вы будете понимать, о чем я рассказываю. Наверное, начнем с момента, это значит, что это успешный успех, да, как все зарождалось, как все начиналось. Вообще нас типа тоже, как и всех, потянули друзья. Marketplace начинали мы с дома. Это когда привозишь, жил я в Уфе, мы привозили товары с Китая домой, там 6 коробочек, и все, мы их упаковывали, также в Уфе отгружали. На то время, наверное, это мы начали 2 года назад, это 23-й год, январь, мы закупились товаром еще по неопытности на 300 тысяч, ушли порядка там на 60 тысяч минус, из-за чего? Потому что неправильная юнит-экономика. После этого мы как бы все сами, без каких-либо обучений, начали все входить, изучать. И с течением за год выросли до 3, живя, получается, в Башкирии. Потом у нас тоже ребята, которые занимаются, говорят, давайте переезжайте в Москву. В Москве буст, в Москве люди, в Москве знания. Ну, то есть все идет в Москву. Я говорю, ну давай пробуем. Вместе с партнером переезжаем в Москву, начинаем. Переехали мы в 23-м, да, тоже. Да, тоже в 23-м, только уже в октябре. В октябре с 3 миллионами, все, мы здесь тоже на комьюнити начали ходить, у нас есть комьюнити 10+, не у меня, а у сообщества. И все, там тоже предприниматели, у кого 1,5-2 миллиарда по году. И все, они начали накидывать просто знания, и мы взяли эти знания, пришли домой, сели и начали это все внедрять. Там, раз кредит взяли, инвестиции, тут все понабрали, закупили товары с Китая. Мы с октября, получается, с 3 выросли до 12. И все. И поняли систему, поняли алгоритм, то, что завозишь товары с Китая, все. Ну, мы завозили все, что выгодно продавать. То есть, ну, с цифрами у нас хорошо, допустим, все, юнитка хорошо бьется. И с течением времени, это уже, наверное, 24-й год, когда много кто начал входить вообще в маркетплейс, ниши начали тушиться, назовем, да, демпинг цен начал происходить. Из-за чего? Потому что новые конкуренты заходят. И у нас в 24-м году, в феврале месяце, приходит идея, то, что нужно делать, абстрагироваться от конкурентов. Как это делать? Учиться продавать дорого, да. То есть, как бы в основном завозят все, вот там продают стакан, посмотрели аналитику конкурента, посчитали его финмодель, посмотрели его выручку, нашли товар с Китая, привезем такой же, будем продавать. Ну, сколько вы будете его продавать? Ну, месяца 3, может квартал, еще зайдет конкурент, еще, и так демпинг, в итоге ниша выжигается, мы выходим, да, с нее. Мы приняли решение, то, что нам нужно делать уникальный продукт в этом направлении. Что из уникальности мы можем сделать, это мы начали запускать свой бренд мелкобытовой техники. Под словом бренд мы подразумеваем, ну, у нас далеко еще нету сформированного бренда, нету, знаете, у нас есть скрытая идея, смысл вообще всего того, что мы создаем, но это не какой-то там Dyson, Borg со своей крутой историей, Apple, да.
Это все на старте, потому что сейчас мы работаем над продуктом, мы создаем этот продукт. И опять же, что я говорю про бренд? Бренд это не просто вы взяли такой же товар, как у вашего конкурента, изменили цвет, набили свой STM, STM, да, это товарная марка, да, подразумевается, и выставляете на Marketplace и говорите: о, это мой бренд, я продаю свой бренд. Нет, так не работает. У вас такой же товар, как у конкурента. Что мы приняли? Мы, получается, помню, сколько раз в Китай. Мы полетели в Китай еще раз повторно, уже в августе месяце, уже 3-й раз. И мы находим фабрики, которые делают, получается, пресс-формы. Что такое пресс-форма? Пресс-форма это большой станок, который делает тебе пластиковые формы. Ну, то есть, вы можете там условно, назовем пылесос, мы выпускаем свои пылесосы в Китае, мы сделали пресс-форму, то есть у нас внешняя оболочка полностью наша, мы ее сами разработали, мы сделали эту пресс-форму, то есть большую прессовочную машину, отдали своему производителю и сказали, что эта вещь только наша, ты под нас ее будешь делать. Также в России сделали промышленный патент под эту форму, чтобы если наши конкуренты завезли наш товар в Россию, да, то мы показали бумажку, то что, дорогой, извини, наш товар с нашим STM, с нашей формой торговать не имеешь права в России. Потому что, как правило, все селлеры на сегодняшний день, кто работает с Китаем, все завозят в карго. Что такое карго? Это система, не белая система завоза товара, да, назовем так. И когда товар завозится, он не пробивается по системе, по STM, по системе промышленного патента, а вам просто его в черную завозят, привозят, отдают. А когда вы его уже на официальный маркетплейс выставляете, и когда есть человек, который его официально завез, он показывает бумажку, ну, у вас нету бумажки, во-первых, что завезли официально, во-вторых, то, что да, чужой STM не имеете права использовать. Просто мы один раз сами так наткнулись, мы привезли товары на 2 миллиона, того не знаю, наш конкурент уже продавал. Завезли этот же товар, он нам показывает бумажку, и все, вы просто этот товар забираете, остаетесь со своим товаром на 2 миллиона. И вы его просто не распродадите. Даже если вы его в Авито куда-то выложите, на вас потом досудебку отправят, еще судиться будете. Да? Просто история под то, как нужно анализировать рынок, как нужно работать на сегодняшний день, смотреть за конкурентами. То, что 25-й год, это, наверное, будет год обеления. Многие компании будут большие обеляться. Вот, по поводу, да, вот то, что про бухгалтерию, это очень важная тема на сегодняшний день. Вообще рекомендую всем обращаться к таким специалистам, да, по запросам, именно как обелиться, как просчитать ВЭТ, как завести в белую, потому что она правильно говорит, что некоторые переезжают в льготные регионы и думают, что это выгодно. Это выгодно, да, мы просчитывали, это выгодно до 60 миллионов оборота, да, когда вы еще маленькие, назовем это так, да, маленькие и так далее. А когда вы начинаете расти и задумываетесь о построении своего бренда, своего имени, и когда вы его начинаете встроить в систему карго, да, то это не про долгую, эта история совсем не про долгую, потому что вообще, что такое бизнес? Вы же все хотите построить компанию, чтобы она жила долго. То есть, у всех маркетплейщиков, у них как тема, это темщики, да, привезти товар, быстро прокрутить, заработать деньги, уйти с этого бизнеса, да, или уйти с этого товара. Здесь у людей нету модели простроить какую-то большую компанию. У вас есть как бы вот машина, которая вам даст пул продаж вашего начинающего бренда, да, это круто. Потом подтягивайте Инстаграм, подтягивайте соцсети, ведите медийку, да, и все. У вас есть как бы уже Валберес, Озон, который вам даст какие-никакие продажи. Это не как раньше, не было вот этого Валбереса, тебе запускаешь продаж, ты нанимаешь продажников, которые ходят там по домам, да, как раньше, помните, там, я не знаю, застал Арифлейм, не Арифлейм, ходили по знакомым, рассказывали, там есть компания Арифлейм, смотрите, вот как раньше работал. А у вас сейчас есть маркетплейс, где вы можете забусить. Можете даже посмотреть компанию, такие как Voice, да, которые делают косметику, да, мы с тобой разговаривали. Крутая компания Voice. Они просто с нуля запустили, зашли на маркетплейс, залили туда трафик извне, это с Инстаграма, со всех блогеров, и все, у них там одна карточка, которая... 2 миллиона вложили в блогеров, ну, что ли? Больше там, да, порядка 60 миллионов рублей они вложили в блогер. Обычно кератиновая маска, карточка, одна продается на 78 миллионов рублей ежемесячно. Одна карточка, да, просто ребята хорошо работают с внешкой.
и знают, что такое медийка. Вот, в целом. Налегке 60 миллионов вкладываете, и у вас это Не налегке, это большой труд. Это понятно. Это большая команда, да, и вот, как бы рекомендации вообще, это делать все белое и прозрачное, да, если вы хотите строить компанию в долгую. Просто моя рекомендация, делать это все прозрачно. Да, понятное дело, что эта финансовая модель может в моменте не биться еще, но если эту систему взять в скупе и со всеми расчетами, она будет биться, просто этим нужно будет заниматься. Понятно, там, сейчас возите товары из Китая в карго, да, они вам генерят деньги, да, но задумывайтесь уже об обелении, потому что, ну, я не знаю, просто у кого какая идея в этом, кто-то, возможно, пришел просто быстро заработать, нагенерить там на квартиру, на машину и уйти, да, но мы пришли, как, допустим, отстраивать свою компанию, отстраивать свой бренд, с которым мы хотим выходить, на, допустим, в ДНС, в Эльдорадо, в МВидео и так далее, вот. В целом, то, что касается по Китаю, да, у нас большой опыт по Китаю, почему? Почему? Потому что заставила жизнь поработать над Китаем в целом. Кто работает, допустим, с карго, еще с такими темами, просто расскажу немного вкратце, поделюсь опытом, да, через что прошел я. Карго – это много наслоек, да, китайцев, русских, которые каждый на каждом зарабатывает. Вы никогда не найдете основного, кто возит этот товар. Здесь 0,1, ну, понятно, да, все может работать с Китаем, кто-то там, все доллар за килограмм возит, да, это понятие. Вот, и здесь один накинул, здесь другой накинул, здесь другой, и вы думаете, о, у меня хорошая цена, у вас нехорошая цена. Вы в итоге везете товар все равно в серую, на вас еще и зарабатывают, а вы знаете, что ваш товар по итогу завозится в серую и по заниженной стоимостью, да, то есть на ваш товар есть официальный документ, просто этот официальный документ потом где-то продается, да, назовем это так, просто за какой-то процент компания, которая вам растаможила этот груз, этот документ продает, а вы этот товар получаете, если у вас уже есть СТМ-ка на этот товар, в этой накладной УПДшке уже пишется ваша СТМ-ка, и не дай бог к вам придут и скажут, покажите документы, начнут поднимать таможенные декларации, которые завозились под этим СТМ-ом, да, и вот этот документ всплывет, то, что вы еще и занижали стоимость, а хотя вы не занижали стоимость, вы просто пришли к какому-то китайцу, отдали ему наличку, забрали свой товар, и вы там типа вот, ну, не имеете вообще никакого отношения. Потому что Marketplace, это знаете, ну вот я опять же возвращаюсь к теме, это темщики. Без опыта, без знаний, потому что вот, допустим, я, мой партнер Алмаз, мы вообще работали по найму. Просто скажу, 2 высших образования нефтяных. Я работал по вахте на севере, партнер тоже работал по вахте на севере. Мы вместе с вахтой севера совмещали это все, в Уфе развивали. Потом уволились с найма, начали, ну, взяли кредиты и все, начали просто пушить и двигаться в этом направлении. И вот, сказать, что сегодня легко войти на Marketplace, наверное, нет. Вот, вообще, я вот с кем общаюсь, я у них спрашиваю, ты бы рекомендовал на сегодняшний день новичку входить на Marketplace? Все говорят нет. Потому что это вот действительно война идет вот в этом всем. Да? Если, я понятное дело, если вы там хотите просто как доп. Расход это брать, там 100 тысяч, 200 тысяч зарабатывать, да, тут, ну как бы можно это все взять, завести там несколько товаров из Китая, а если вы там хотите, ну я не знаю, у кого просто какие запросы, если вы хотите там 10-20 миллионов чистыми зарабатывать, да, с маркетплейса, ну там уже посерьезнее нужно ко всему относиться. Просто у меня, ну, представлял, Айнур, да, у нас оборот на магазин 25-30 миллионов в месяц, да, допустим, и это не потолок. Я знаю, что у нас просто есть план, мы год должны закрыть где-то 600-700 миллионов оборотов за год, да, годовой. Если все нормально сложится, у нас есть план, мы должны, прямо если максимально поработаем, думаю, до ярда дойдем, наверное, в год. Ну, то есть система аналитики, да. Вот, пока, конечно, не использую такую систему аналитики. Вот, у нас есть финансовый директор, потому что я не знал о таких системах аналитики. Вот, потому что действительно круто, что уволишь ее скоро. Круто, что Айнур делает такие сообщества. Почему? Вот как бустанулись мы. Мы бустанулись, увеличились, да, буст. Все понимают, да, что такое буст? Бустанулись за счет сообщества, за счет людей. Люди это знаете, это топливо в этот энергоресурс твой, они там
тут информацию взял, тут информацию, здесь по налогам взял, здесь от НДС взял, здесь с бухгалтером познакомился, здесь сервис аналитики узнал, тут еще узнал. Это все нужно внедрять и просто растешь, внедряешь. Здесь нашел, где инвестиции дешевые, залил, опять растешь. Здесь тебе человек, который по команде разбирается, как правильно. У нас потому что запрос тоже это команда. Как собрать крутую команду. У нас в команде на сегодняшний день 6 человек, 4 менеджера, финансовый директор, закупщика у нас еще есть, да, по Китаю, ну и экосистема склада у нас отдельно, мы не пользуемся фулфилментом, да, на складе еще люди, не беру склад, вот. И вот это все настроить, чтобы это как один механизм все работало, чтобы и сотрудники сами умели думать, и ты в операционке не участвовал, да, а мог иметь преимущество масштабировать бизнес. Это что? Запускать новую линейку. Допустим, у нас в компании я выполняю руководителя SEO, запускаю новые продукты, разрабатываем новые продукты, да, допустим. Вот, что-то в таком направлении. А вот если в этой операционке постоянно тонуть, вот мы раньше сами паковали товары, пока нам действительно на сообществе не подсветили, сказали: гайс, типа, что вы делаете? Вы это время можете нанять человека там за 100, за 80 тысяч рублей на складе, а сами это время освободить и масштабировать. Ну, наша вот эта башкирская, татарская, я думаю, ну, не хочу обидеть никого, экономия, да? Почему я должен кому-то платить, когда я могу это сам сделать? Это самая максимальная глупая ошибка, которую мы допускали. Мы экономили на складе, сами паковали. Мы экономили на сотрудниках, сами что-то делали. Когда ты нанимаешь, и вот ты просто видишь, что у тебя вот так начинает. Мы раньше сами с Китаем закупались, мы наняли закупщика, он нам сейчас оцифровывает полностью там план на год, показывает закупки, сама общается, что-то договаривается, дорабатывает, себестоимости товара занижает. Но у него знание китайского, у меня английский у меня такое, средний, китайского вообще нет, а у нее китайский. И она там с ними созванивается, что-то выпрашивает, цены, еще. И мы видим, у нее зарплата 120 тысяч рублей, да, и мы с Алмазом думаем: капец, как сейчас ей платить там 120, мы там условно, ну, вот такие скупердяи, да, и все, мы наняли, и мы видим то, что, ну, процесс пошел, как бы закупки идут, она начинала разбираться, и вот просто моя рекомендация, вот как-то немного вширь смотреть, общаться с людьми, и все у вас будет. И просто, и действительно, нету успешного успеха, есть только большая, рутинная, постоянная работа и много ошибок. Много ошибок, после чего будет результат. Знаете все, что такое керхер? Керхер, который матрасы чистит, да? Это просто распыляет воду и всасывает ее, да? Кто-нибудь видел такую систему, что распыляет воду, еще и распыляет пар? Вот, ну вот, мы сделали... Распыляет пар, есть парогенератор. Парогенератор. Ну вот, именно под большим давлением, чтобы еще потом всасывал. Чтобы у тебя распылял пар и под большим давлением всасывало, да? Я даже так стирал, ну, диван. Да, вот диван. Есть просто пятна кровянистые, которые просто от воды и порошка не уходят, которые нужно под высокой температурой из ткани выводить. Можно просто перекисью полить, а она само... Возможно, ну это кровь. Хорошо. Без проблем, без проблем. Да, можно так делать. Вот. Ну, суть вот. То, что Пылесосы, это пылесосы? моющий пылесос, это один продукт. Сколько стоит? 14. Сколько? 18. Нет, в продаже 18, это наша цена, а для покупателей 14. Вот, допустим, в регионе, куда я домой тоже с татарами, башкирами приезжаю, мало кто интересуется что-то этим. Я в основном тоже там приезжаю, кому-то что-то рассказываю, знакомым, то, что есть там вот этим можно заниматься, вот этим, недвижимостью, еще что-то там, езжайте в Москву, вот есть такой знакомый могу. И людям мне интересно, да, вот именно татаро-башкир, да. Я бы хотел больше видеть тоже предпринимателей татаро-башкир, вот. Поэтому Ты выбрал правильный клуб. Спасибо. Эльнор, аплодисменты. Да, Я хочу президентом клуба, наверное, представить нового резидента, который вступил в клуб. Это наш... Узбеки всегда нам были братьями, да, по духу, по религии, и языки у нас похожи, да. Дай, брат, тебя представим, выходи к нам. Вот меня зовут Мухаммад Расул, 27 лет. Я занимаюсь маркетплейсами Озон в Альбисе уже 3 года в сфере одежды и игрушки детские. Пока двигаемся, работаем. И очень хорошие цифры у вас. Цифры, да, неплохие.
если про цифры, то в прошлом году сделали $600 тысяч оборот, это годовой. И в этом году еще есть планка $1 миллион, как бы, да? Вот, Так, дальше быстро по новостям, по мероприятиям. Дату объявим в закрытом чате. Готов. Ну, недавно, так давно я встречался с компанией Озон. Кто следит за сторисом, встречались в офисе. В апреле у нас будет мероприятие на 1000 человек плюс, выезд в город Казань. Мы готовим мероприятие совместно с компанией Озон. Будет представитель журнала Forbes, РБК франшиз. Дальше у нас при поддержке АПМ РФ, при поддержке клуба Сенсей Надо Набиуллина тоже будет, да. Вот, потом и еще ряд таких интересных предпринимателей. Привет предприниматели с Красноярска, с Москвы, с Санкт-Петербурга, с Уфы, ну, само собой, с Казани. Турции приедут и с Объединенных Арабских Эмиратов приедут предприниматели. Вот, это будет новый уровень. Мы сняли национальную библиотеку, уже официально могу говорить. Будут представлены некоторые интересные компании. Все резиденты клуба, у кого есть какие-то баннеры или что-то нужно отрекламировать, вы можете, ну, еще раз отписать в чат или мне, или Вере. Все баннеры, все стенды, все для вас бесплатно. Также, кто хочет выступить или заявить о себе на громкую сцену, или разместить на сайте, у нас сейчас партнер «Аргументы и факты». Все ваши компании будут отрекламированы на других городах. Это вот еще вторая новость. Третье. В марте мы готовим закрытое мероприятие уже только для резидентов. Это будет с Илонгой Ершовой, это директор компании Озон. Это был Strong People Business Club, это был... Есть и остается с вами всегда Гульнара, штаб Татар Москвы и не только. Мы вас любим. Приходите еще! Громкие аплодисменты.